Зикр даже в период карантина. Почему некоторые жители Нового Риданта ведут себя слишком раскованно в период пандемии? Вы не боитесь вообще заболеть? Почему вы не носите маски? Ja, он عشان دي نتيجة وصعمة لا لا عندنا عزولي وقت سوسيتا هم أربعة واحد. Люди в масках и без. Коронадезинфекция и защита на торговых точках. Меры безопасности соблюдают лишь единицы. Расскажем, кто в коронаминусе. Денежные средства, продукты питания и средства защиты. Кто оказал щедрую помощь жителям региона и сотрудникам ГИБДД, смотрите в нашем выпуске. Ни в коем случае нельзя перезагружать электропроводку, сушить белье над нагревательными приборами. Как не стать жертвой пожара и как вести себя при ЧС во время самоизоляции. О правилах безопасности напоминают сотрудники МЧС Ингушетии. Скоротать время с интересом за онлайн-просмотром спектаклей предлагают ингушские театры. Постановки проходят на YouTube-каналах. Присоединяйтесь и вы. На телеканале «Ингушетия Новости 24». Здравствуйте. В начале выпуска данные оперативного штаба. За последние сутки из больниц выписали 286 человек. В целом по России за сутки выявлено 4070 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превышает 32 тысячи. Умерли в общей сложности 273 человека. В Ингушетии статистика также в стабильном плюсе. Число зараженных уже 191 человек. Напомню, накануне их было 153. По официальным данным, 4 человека умерли. Ситуацию прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора. Ситуация в нашей республике по коронавирусной инфекции, она стабилизировалась в достаточно высоком уровне. Идет прибавление количества у нас инфицированных граждан республики. По состоянию за вчерашний день у нас добавилось 38 случаев. Общая цифра инфицированных на территории республики достигла 191 человека. Из них находятся в больнице у нас на сегодняшний день, в том числе и с подтвержденными диагнозами, и с подозрением в больнице находится 165 человек в настоящий день. Из них 17 человек в тяжелом состоянии. По данным нашего анализа, который мы проводим, большая часть заболевших, большая часть тех, кто тяжело сейчас переносит это заболевание, составляют люди такого активного возраста, 50 лет, 60 лет и старше. Это люди, которые в последние 2-3 недели принимали активное участие в массовых похоронных мероприятиях, в ритуальных мероприятиях похоронных. Поэтому хотелось бы предостеречь еще раз население о том, что участие в таких массовых мероприятиях, оно чревато массивным распространением инфицирования среди населения и, в общем-то, ростом количества таких вот тяжелых случаев. Но, как уже говорили ранее, у нас было 2 случая смерти зарегистрированных, еще 2 случая официальных добавились. Всего 4 случая с подтвержденными диагнозами, которые зарегистрированы как летальные исходы от коронавирусной инфекции. Все зрители, наверное, заметили, что у нас вот такой резкий рост произошел от 34, сразу прибавилось 56 случаев, там потом 63 случая. Просто был такой алгоритм выявления заболевания. Первоначально, поскольку и тесты были новые, и лаборатории с этими методиками не были знакомы, Роспотребнадзором для того, чтобы исключить, скажем так, недостоверное лабораторное подтверждение этого заболевания, чтобы оно было максимально достоверным, были предприняты определенные меры. То есть были назначены научно-исследовательские институты Роспотребнадзора, которые были ответственны как референс-центры за лаборатории ФБУЗов по территориям. Вот, к сожалению, читая средства массовой информации, заглядывая там в Инстаграм, я знаю, что многие жители нашей республики даже не осведомлены о том, что есть такая лаборатория, что работает.
На самом деле есть лаборатория на базе ФБУЗа нашего, просто количество, тот контингент людей, которые там обследуются, это четко регламентировано. Мы обследуем только тех, кто контактно у нас с заболевшими, приехали из неблагополучной территории. И, собственно говоря, те люди, которые обратились сами активно в медицинские организации с подозрением на это заболевание. То есть мы работаем с больными и с подозрительными. Что касается подтверждения этих анализов, поскольку все лаборатории регионов сумели наладить свою работу, показать высокий профессионализм, то Роспотребнадзором для того, чтобы исключить дублирование и, в общем-то, абсолютно ненужные эти поездки, перевоз инфицированного материала, было принято решение о том, что референс-центры уже не должны подтверждать вот эти первичные лабораторные исследования. То есть те результаты, которые получены в лаборатории ФБУ, Центр генной эпидемиологии, они считаются окончательными. Это введено начиная с 14 числа. Ну и поэтому случилось так, что вот пробы, которые мы отсылали, они в течение нескольких дней накапливались там, и оттуда пришли результаты, наши исследования добавились, и вот получился вот такой вот рост заболеваемости как бы. Но он имеет такой накопительный характер. Будем надеяться, что, в общем-то, это тот максимальный рост, которого мы уже достигли, и дальше у нас все пойдет на спад. Еще раз хочу отметить, сейчас эта цифра, в общем, цифра заболеваемости в нашей республике, она и по центральному телевидению вчера были передачи, показывали, что наш регион, грубо говоря, в негативной, скажем, степени лидером становится в части заболеваемости. То есть, если мы сравниваем 100 случаев заболевания у нас и, предположим, 100 случаев заболевания в Дагестане, то, конечно, это абсолютно неравнозначные показатели. Тут мы говорим не об абсолютных цифрах, а об относительной заболеваемости. Поэтому 100 случаев, когда на 500 тысяч населения, и 100 случаев на 2 миллиона населения, конечно, тут совсем разные распространения эпидемического процесса и инфицирования населения. Мы должны это понимать. Ну и еще раз хочется предупредить население, еще раз хочется попросить вот снизить рост этой заболеваемости, снизить количество тяжелых случаев. Это в наших с вами руках. Берегите себя, берегите окружающих, соблюдайте эти элементарные, очень простые меры гигиенической безопасности. Вот соблюдение этих мер, оно давным-давно известно человечеству, ничего нового. Все эти меры прописаны, в общем-то, во всех ритуалах в исламе. Вот просто соблюдение этих мер, находиться подальше друг от друга, закрывать свои органы дыхания, постоянно мыть свои руки, поддерживать чистоту жилища, проводить уборку. Сейчас, раз такая ситуация, вытирать какими-то дезинфицирующими растворами. Там нет ничего трудного, нет ничего сложного, это не требует больших материальных вложений. Но эффект от этого, он выражается как раз в очень больших цифрах. Поэтому еще раз хотелось бы про это напомнить, хоть миллион раз про это говорили все, но все-таки еще раз хочется про это сказать. Ко всем гражданам хочется обратиться. Будьте внимательны, исполняйте то, что вам говорят, исполняйте то, о чем вас просят с экранов. И я думаю, нам ситуацию удастся стабилизировать. Это очень неприятно, это очень больно, это большая трагедия, когда в больницах умирают люди, которые приезжают уже, вот, попадают в больницы в том состоянии, когда помочь им крайне тяжело. Принимаются все меры, есть препараты, лечат их, круглосуточно там медики находятся, но ситуация такая, что организм уже не справляется. Поэтому мы теряем людей, которые находятся в самом расцвете своего жизненного пути, могли бы принести много пользы, они нужны своим родственникам, обществу, но, к сожалению, они от нас уходят. Поэтому в наших с вами руках вот этого не допустить. Несмотря на запрет властей на проведение массовых мероприятий, некоторые жители села Новый Редант явно решили, что к ним это не относится. Именно так выглядит произошедшее со стороны. Но карантинные меры для всех одинаковы. Право игнорировать их не дано никому. В сеть попали видеокадры совершения на одной из улиц села Зикра с участием нескольких десятков человек. Злостное нарушение карантина вызвало волну отрицательных отзывов жителей региона. Как прокомментировали такое поведение старейшины села в материале Идриса Ижиева.
Этот ролик вызвал большой резонанс в социальных сетях. Казалось бы, на видео обычный религиозный обряд. Однако в условиях карантина такое массовое скопление людей просто недопустимо, даже в случае похорон. Многие осудили данный поступок, ведь все религиозные деятели призвали к осторожности, отменив даже обязательную пятничную молитву. В администрации села считают такой случай неприемлемым. карантин долги там масна удинит молда хам дишаш нах адл зак хаях лахт нах лорл би аша мудетли يعني إذا قمل ديات وطرق السن قمل ديادر وبادر ياش تناردها يندر عليش متجي نخ عاشة تو يشيات سقداول خالص خسق ولي اتسقولي دعوة سقداول ممكن بيج متج خالص صح ده هاي اللي ده هاي قيتي صح ممكن بيش متجي خالص но спир يقصد متجي. Главы села и района совместно с сотрудниками правоохранительных органов решили навестить местного турка и узнать причину игнорирования правил безопасности. Однако молодежь все же решила поучаствовать в похоронных мероприятиях. Религиозный деятель заверил, что умысла нарушать общественный порядок не было. Не проводить похороны по всем устоявшимся нормам представители власти не призывают. Однако соблюдать правила введенного карантинного режима обязаны все, а религиозные обряды должны проводиться со строго ограниченным кругом людей. Также Хамзат Далтмурзиев обратился к жителям района и не только. Абсолютно точно есть угроза распространения этой заразы. Абсолютно точно есть летальный исход, я об этом говорил несколько дней назад. Есть больные, которые лежат в больнице с дикими муками. Врачи об этом говорят. Мы же все друг другу родственники. Мы же помимо того, что говорит власть, друг друга слышим. Мы же в социальных сетях. Есть небольшой процент людей, которые мутят эту ситуацию. Я вас убедительно прошу всех, прислушайтесь. Сидите дома, не выходите. Это единственная возможность минимизировать в данном случае эти потери. Впереди еще почти 2 недели карантина. Главное отнестись к проблеме серьезно. Ведь каждый житель несет ответственность не только за себя, но и за всю общину. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Уже третью неделю в мечетях региона по пятницам непривычно пусто. Отмена коллективной пятничной молитвы – мера крайняя, но вынужденная в связи с пандемией коронавируса. Имам центральной мечети Назрани Хизир Салоев в очередной раз обратился к жителям. Он призвал слушаться рекомендаций врачей, соблюдать меры, предпринимаемые властями, чтобы предотвратить распространение болезни, а также не оспаривать решения алимов и богословов, принятые с учетом складывающейся в республике ситуации. وين إحدى ويا صابري خلر والله واش أن دولج دو حم عالم يا برتين دولج دو حم لورج واش حال دو أقش دو حم صابري دولج حيصر هار سجو شيد خيتر موتر صدوسر موتر خيتر سا نقصبر تغنى دقنا وعشا بيخلج بيتك نيس لويني قي هنس وتحر دي دوش كش أغ از لزر درج لحت ويني قي يا خجي شو ديخر دو لورج تغنى حلوان لاتجوا إمام ولي حماد ولي ترك ولي ناخ فيوخ يعني صار برحي جواق واحتس سو ديدي زرفت نيصادر حديدت تاخنا أخش ماجدي روز بي سوستر مس دوش ماجدي روز باج بي سوستر مس نيس دغويان مس ورغ ريازويا بي إلش واشته داتسرس أم بعد نيصادر حبل قول ديالش حلوان سجو نيصادر حديدت اشت حماد ولشو ترك ولشو نيصادر ياخر اصحى يتجوي بولس بويه
قوانı dal halişki bek kubbe hani dal adım lordi yok. Massı oluşwa Peygamberu şişin ihlat adım lordiyat awliya az lordiyat soğuşçu ve yahır adım lordi marka din duhul doluş hamdat ne salordi yahjmadat dal ve un hoştu maşallah oldu dal sabri doluş ya duhul yatta doluş lazra duhul otu az lazra ve liqid adad doluş aşiq akhit mi khalı dal iman tawfiq oldu dal moguj maşı doluş marhi behta akid oldu. Соблюдать карантин и режим самоизоляции, не игнорировать рекомендации медиков, с призывом к населению обращаются повсеместно старейшины и религиозные деятели. К тем, кто, вопреки всем просьбам и призывам, не отложил свадебные торжества, и к тем, кто не соблюдает скоростной режим на дорогах, обращается богослов Магомед Башир Аушев. اتش هيز حاجة دي غير جو وش قوسك ويسك بعسك واش خواش خد داتهاز سويق يتحسك موجش واش خلي هني سدا شي موجش بي تخوج وات هي متكش سيجر ظلم حدوالي ناخ سيجر دي عند سنقش خلي زمي على عبخا شار دحوي يتسيجر شار دي عند يوق واش يتسيجر حدحي سو حد نرزم القاق إمتنا جوكت المديزيها يديني مالله تشخان اش تيجر دي عند ازل عالم ناخ ملورش عادلو ديخر دشي حاج غادي اتا تنقر حدا بركة درر يا عاش تيجي ولرقص حنيق تيجي شو لازر شدي بيرقص حنيق ديزل يا عاش يدني مالله تشخان تاريخ دا وسك ميوها اي اش بركة يباخي اذكر سمع حقول ان حدا جيش وش مديز اش تدي عند عالم يا يحيى تديال شيدو حاجه ظلم تدالي اذا عدت احتتج دال دي حويل يقولش بركة ياخذ بديهم بتحلي بركة ياخد ميحة نا لو تجد واحد مديون ده تتح ده قرصو شيء حال شيء قالش ده رأس خلصنا نا لو تجد واحد مديون حدي حدي دقوا حال شيء ده شو واسك حمد ده شان سبوت ده ما سبوت تبا زته دق ده المقلنا تهالات يردي حال طالو دوي إن شاء الله تغوي تصدا ياخ عالمنا تصدا ياش ياخش خلش شيء إمامه عالمنا ياخر حدي حق مدي أتسميخ باهر بوجناخ حق مدي عالمنا ياخر حدي أتو عالمنا هالديك ياخ خوش تو عالم ناهج ديالا قيرش دوت واش قميال دوش بوجناه ماجيش دق إلا دياخش حاجل تاغندي عنا ويق اولداني مشينش خيخكجي اواريج لا تجدوهم اي قم بيتو كيش نياخ اي عادلو знакаш оттия оз ерилмас короса молах оз подъем юхан оз спуск юхан оз поворот юхан тигнег окл нактабез латхун яхажи знакаш оттия диуна вай лордердох оттия латж знакаш миш шолорди оттежириш шин машинаж лори оттежириш ош اخش عدل ديس اونا ان ويگر اخش دي خا وتجمياتش عادلو شي بيجتا ويلوردي وي ماشينج لوري وي سينج لوردي دي انا اوت يلا تزناك شو تزناكو هو وسبست هو يا عشان حسو وسبست يحقا وهو احي نخ لزبچ بابچ مالو تول خا بيختيور ديالله شي بقول تحزم سك توليد تقم دي مجمدي كز قمدي وي قمدي لورلي شاش يا هردي عادلو يا هردي لورج يا هردي عالمنا يا هردي. Меры профилактики и защиты от опасного вируса все те же. Никаких рукопожатий и контактов, не посещать людные места, часто мыть руки с мылом, соблюдать правила карантина. Тщательная дезинфекция дома и в общественных местах – это не просто рекомендация, а антивирусный шаг. Особенно это касается продуктовых магазинов и аптек, которые продолжают работать в период карантина. Все ли соблюдают меры гигиены и требования эпидемиологов на торговых точках Назрани и Кантышева, выясняла наша съемочная группа. Под наше наблюдение о соблюдении мер предосторожности против пандемии попали торговые точки села Кантышево. Первым делом мы заглянули в продуктовый магазин, который находится вблизи Кантышевского перекрестка. Здесь все и все соответствуют установленным нормам карантина. Кассир, продавец-консультант, администратор, каждый из них был в маске. У кассира также были и перчатки. А вот постояльцы, видимо, считают себя бессмертными, так как полностью игнорируют правила карантина. Маска належит. Маска належит. Такой вот грубый ответ прозвучал на элементарный вопрос «почему?». Это показатель равнодушного отношения не только к себе, но и к окружающему обществу. Правда, не все относятся к угрозе так принципиально. Есть и те, кто понимает важность соблюдения самоизоляции. Вы не боитесь вообще заболеть? Почему вы не носите маску? Я он
حالس وصاشين دينا تيشاف صحما دالان دنا عزوري وقت سوسيتا ما أربع واحد действительно نخ موج باش بابا زازج دولج با ودي تسدي أيس مش نيجي يول عن ديخ دراس لور بدر ديخ دراس كيس كم دي بيجاخ да حد والد بقدر действительно. Следующая точка, которую посетила съемочная группа, находилась недалеко от предыдущего магазина. Здесь также все в порядке у персонала торговой площадки, а потребители, как всегда, пренебрегают масками. Мы решили поспрашивать, не боятся ли они заразиться вирусом. Вы не боитесь заболеть коронавирусом? А? боится людей. Одна ничего не зависит. Лорлы рукса. Убедившись в соблюдении реализаторами правил карантина в Кантышевском округе, мы отправились на Зрань в целях найти нарушителей. Почему без маски? Когда никого нет, я ее снимаю. Когда кто-то заходит. А так у вас присутствует, да, маска? Правда, в магазине на тот момент, кроме как кассира, никого не было, а все нужные предметы предосторожности были под рукой. А вот хлеб на прилавке лежит открытый. Ведь у многих есть привычка, выбирая более свежий, перебирать его руками. Это упущение здесь обещают исправить. Впрочем, продавец сама только за соблюдение правил карантина. Когда клиентов нет, то я снимаю маску, потому что все время находиться в маске тоже тяжеловато бывает. Когда клиенты заходят, сам надеваю. А так все, антисептики есть, все есть, обрабатываем. Все для покупателей. На торговых точках республики вернулся прежний спрос, который после продуктового ажиотажа резко упал. Видимо, запасы у людей кончились, с поставками тоже пока проблем не наблюдается. Вот только цены поднялись примерно на 10%. Но и это не связано с вирусом. Как мы помним, до пандемии курс доллара подскочил, а чтобы сохранить спрос, предпринимателям нужно соблюдать правила карантина. Если потребитель почувствует халатность в свою сторону, то завтра он просто будет обходить этот магазин. Правительство разрешило использовать для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин. В частности, Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций, в том числе частных. Следить за безопасностью и эффективностью препарата должен Росздравнадзор. Отмечается, что 68 600 упаковок гидроксихлорохина России безвозмездно передал Китай. Ранее стало известно, что в США начались клинические испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В Национальных институтах здравоохранения сообщили, что в лабораторных условиях лекарство продемонстрировало многообещающие результаты. Карантин не повод сидеть сложа руки. Из-за дефицита защитных масок Совдат Мархиева, несмотря на преклонный возраст, решила внести свою лепту в борьбу с коронавирусом. Бабушка шьет маски из марли для волонтеров. Хоть работа для нее и сложная, но она думает о тех, чьи жизни может обезопасить. О масках, пошитых с заботой. Сюжет Даны Плиевой. Нарезать равные 6 слоев марли, сделать складки, затем сшить на машинке. Весь процесс создания одной маски занимает у бабушки Совдат не более 5 минут. Но при посещении нашей съемочной группы одна из сделанных масок защищает и саму бабушку. За пределами камеры меры безопасности в этот период соблюдаем и мы. Делать средства защиты Совдат Мархиева начала около месяца назад. Узнав из уст внука, что они с добровольцами шьют маски для нуждающихся, сама предложила свою помощь. قمال سين حافظة شيء سنتيك خوندل أوبتني يودر أس بوخ سين حد يتابل بريسبوبليكا إيش هم خليل تنش تيك سجلاسني داش إيش كات خي داتس Сегодняшняя партия составит около 400 масок. В день их бабушка может шить порядка 100. В этом ей помогает и 50-летний опыт работы швеей. Специально ханцехерши дежекс бадштекшнис. Я все отложила, ханце, я лез дичай.
Материал для масок помогает приобрести представители комитета по делам молодежи, где и состоит внук. Они же и раздают их нуждающимся в разных районах региона. А перед тем, как отдать, в целях профилактики обязательно просят их продезинфицировать. Острая нехватка масок ощущалась и в семье Хамхоевых. Так что выйти в магазин или в аптеку приходится с риском для здоровья. К тому же, достать их сейчас очень непросто, а шить самостоятельно порой не хватает средств. Раздаем их людям малоимущим, людям с социальными проблемами, тем, кому их приобрести, их будет проблематично сегодня. Как бы то ни было, в магазин или же за медицинской помощью, или же в аптеку людям приходится выходить. Поэтому если даже небольшую долю безопасности эти маски дают, то мы считаем, что лучше они будут у этих людей, нежели нет. Помогают в акции представители молодежного совета Карабулака, которые также стараются помочь жителям региона по мере своих сил. Продуктовую помощь оказать ассоциация фонда цани администрации, фонда от молодежного совета сах из возможностей. Маски же дал муглай первую акцию художества комитета отдельно регион. Назмар был уже с первого дня дал муглай опять же продукты шамар закупить, раздать или архадет. Такие маски уже успели раздать в Сунжском и Малгобекском районах. В дальнейшем средства защиты, шитые заботливыми руками бабушки Совдат, будут носить не только в малообеспеченных семьях региона. Вручили маски сотрудникам нашей телерадиокомпании. В этом пакете около 200 масок, они многоразовые, их можно спокойно постирать, выгрузить утюгом и обратно надеть. Хотелось бы сказать большое спасибо, потому что мы все-таки журналисты тоже находимся на передовой. Каждый день должны освещать жизнь региона и обстановку с коронавирусной инфекцией. Ну а волонтеры сегодняшней акции просят жителей региона соблюдать карантин и этим уберечь не только себя, но и своих родных и близких. Сейчас все зависит от наших действий, то есть то, как мы к этому отнесемся. Мы можем пожалеть очень сильно об этом спустя некоторое время, а можем сейчас включить свою сознательность, пересидеть небольшое время дома. Дана Плиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24. 100 малоимущих семей получили мясо и продукты питания от Алаудина Парчиева. Бизнесмен также передал порядка 1000 защитных средств сотрудникам регионального ГИБДД, которые, как и врачи, находятся на передовой, несут службу в период пандемии. Напомню, ранее меценат перечислял денежные средства в благотворительные фонды региона. Светлана Томова с подробностями. Маски, перчатки и другие средства защиты в количестве более 1000 штук смогли получить сотрудники госавтоинспекции от мецената Алаудина Парчиева. В этой непростой ситуации, связанной с пандемией, любая помощь от наших земляков приходится очень кстати. 300. Благодаря пожертвованиям Алаудина Ахметовича было роздано мясо и продовольствие 100 малоимущим семьям. Перед раздачей сага собравшиеся делают дуа за здоровье ингушского народа. Также в ближайшие дни в республике от мецената поступят 17 000 масок, 10 000 перчаток, антисептические средства и противочумные костюмы, которые будут раздавать в медучреждениях региона. Это не первая благотворительная помощь, оказанная жителям республики нашими земляками, живущими за пределами региона. Каждый из них чувствует ответственность за ингушский народ. Поэтому призывают жителей сидеть дома в этот непростой период, беречь не только себя, но и своих родных и близких. Напомню, на сегодняшний день на территории Ингушетии подтвержден 191 случай заболевания COVID-19. Умерло 4 человека. Светлана Томова, Новости 24.
Как не стать жертвой пожара? Что нужно делать при чрезвычайных происшествиях во время самоизоляции? О правилах безопасности жителям региона напоминают в Главном управлении МЧС Ингушетии. В первую очередь необходимо в случае, если вам нужно выйти из дома и оставить дома детей, старшим детям нужно объяснить элементарные правила. Нельзя ни в коем случае оставлять малолетних детей малого возраста. Ни в коем случае нельзя перезагружать электропроводку, сушить белье над нагревательными приборами. Если вам нужно покинуть помещение всей семьей, то обязательно нужно выключить все электроприборы, выключить газовое оборудование. В первую очередь нужно помочь эвакуироваться группам риска, это дети и старики, также больные, и сразу же вызвать пожарную охрану. Но если вы видите, что очаг возгорания возможно потушить, то есть на его начальном этапе, тогда сами своими средствами, либо водой, либо горшком из-под растения опрокинуть, либо плотным одеялом самим потушить. Если вы видите, что вы с этим пожаром, с этим очагом возгорания сами не справляетесь, тогда нужно сразу же звонить по номеру 101 и эвакуироваться из помещения. Сейчас у нас начинается особый противопожарный режим. В этот период у нас ужесточаются все требования пожарной безопасности, соответственно, также и штрафы при нарушении этих правил. Поэтому запрещено сжигать сухую растительность, запрещено сжигать листву. В любом случае лучше потратить свое личное время и убрать это нормально по мешкам и вывести, чем вы можете это поджечь. Сейчас у нас трава сухая, есть ветер, и он может быстро распространиться. Также ни в коем случае нельзя сжигать вблизи горючих материалов, вблизи построек, потому что это все может перенестись на домовладение и случится беда. У нас есть определенные правила по сжиганию сухой травянистой растительности, но в данный особо противопожарный режим вообще запрещено, то есть сжигать и листву, и сухую растительность. Но вообще есть такие правила, что вблизи построек не сжигать. Обязательно должны быть люди по периметру, если вы сжигаете эту сухую травянистую растительность. И у всех должна быть либо вода, либо огнетушители. То есть там достаточно большой перечень правил, которые, к сожалению, у нас редко соблюдают. Все это есть. Министерство культуры Ингушетии ко Дню национального костюма, который в этом году отмечается 26 апреля, запускает в соцсети Instagram 2 республиканских флешмоба. Фото в национальном костюме и танцевальный флешмоб «Я в национальном костюме». Чтобы принять участие во флешмобе «Фото в национальном костюме», необходимо разместить свое фото в традиционном наряде с хэштегами «День ингушского костюма», «Мой национальный костюм», «Культура Ингушетии», «Минкультуры Ингушетии». А для участия в танцевальном флешмобе нужно выложить видео танца в национальном костюме на свой аккаунт с этими же хэштегами и передать эстафету друзьям. Напомню, Ингушетия впервые отметила День своего национального костюма в 2019 году. Памятная дата стала ежегодной и отмечается в последнее воскресенье апреля. Для зрителей, которые проводят карантин дома, скоротать время с интересом за онлайн-просмотром спектаклей предлагают ингушские театры. Постановки проходят на YouTube-каналах. Так, сегодня вниманию зрителей Ингушский драмтеатр имени Базоркина представил спектакль «Поспешное замужество». В комедийной постановке посетители могли увидеть не только отображение сегодняшней действительности, мастерски выписанные характеры героев, блестящую игру актеров, но и услышать колоритный ингушский язык, познакомиться с искрометным народным юмором. В пьесе поднимаются злободневные темы взаимоотношений в семье и коррупции в обществе. Спектакль по одноименному произведению народной артистки республики Эсет Сусуркиевой на сцене театра ставится не первый раз и пользуется признательностью зрителей. Вы мягкой ворбиш. Эльской. Волкуж люди там дел на телефоне, интернет, театр клиничного вашего в программе. Твой репертуар мог шон юзить. Я ничего, кердяк, цель ничего, а юзить ляжа. Было бы что.
Середин нарил яш комедии, Санхан, театр, критично, Лузяги, Сусурки, Асет, Язя, Пьес, Галая, Мураду, Котя. Цикажа, Яншил, Яка, Наху, Белхашкуда. Традиционная акция «Библия ночь. Память нашей победы» в этом году состоится в режиме всероссийского онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта 25 апреля вместе с библиотекарями всей страны запустят всероссийский онлайн-марафон «75 слов победы». В эфире они прочтут строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из любимых на фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны и передадут эстафету зрителям. «Сидим дома». Массовую эстафету с каждым днем подхватывают все больше людей, выражая благодарность врачам, которым в эти дни, наверное, приходится тяжелее всех. Слова благодарности медикам выразили и воспитанники Назрановского центра юных натуралистов. Просил жизнь строгой, какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра и за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, вот всегда иди дорогой, за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов. Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.